13-й съезд ВЛКСМ, который проходил в апреле 1958 года, выработал на основе решений 20-го съезда Компартии мероприятия по активизации комсомола. Осуществляя решение съезда, комсомол взял шефство над строительством предприятий черной металлургии, химической промышленности и важнейших новостроек страны. В 1958-61 годы по комсомольским путевкам 800 тысяч юношей и девушек выехали на важнейшие стройки «Семилетки». За 1961-66 годы на всесоюзных ударных комсомольских стройках сооружено до 1050 промышленных объектов. Была объявлена всесоюзная ударная и стройка металлургического завода в Темиртау. Сюда, пока еще в голую степь, со всех концов огромной страны начала прибывать молодежь. В составе первого рабочего эшелона был и будущий первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Если в 1957 году на заводе работало 9 тысяч человек, то в 1958 их стало 17 688 человек. Из них более 70% составляла молодежь 20-22 лет. Объекты ударной комсомольской строились ударными же темпами. Уже 3 июля 1960 года доменная печь номер 1 выдала первый казахстанский чугун. Эта дата стала днем рождения Карагандинского металлургического завода. Примерно через год, 22 июля 1961 года, была сдана в эксплуатацию доменная печь номер 2. Вслед за первой доменной печью в короткие сроки были пущены коксовые батареи, крупнейшие по тем временам 600-тонные мартеновские печи, первые в стране 250-тонные конвертеры, высокопроизводительные прокатные станы. Спуском в 1968 году стана 1700 горячей прокатки был замкнут металлургический цикл, а в 1970 году Карагандинский металлургический завод преобразован в комбинат. Основные переделы металлургического комбината представлены в 4-м экспозиционном зале историко-культурного центра первого президента, который выполнен в стилистике производственного цеха. Здесь можно проследить все этапы превращения железорудного концентрата в готовый прокат. На аглофабрике железорудный концентрат смешивается с коксом мелкой фракции и известняком. Затем спекается в пористую массу, которая, собственно, и называется агломератом. Поступающий на предприятие уголь загружается в специальные печи, собранные в коксовые батареи. Здесь уголь сжигается без доступа кислорода и превращается в кокс, главное достоинство которого – высокая реакционная способность и горючесть. Агломерат, кокс и известняк загружаются в доменную печь. Здесь, в результате взаимодействия шихтовых материалов с горячим дутьем, в конечном итоге образуется жидкий чугун. Часть макета, засыпанная песком, литейный двор. Именно здесь работают горновые. Здесь же трудился и молодой Нурсултан Назарбаев. Готовый чугун разливается в чугуновозные ковши, которые затем транспортируются в конвертерный цех. В зале вы сможете увидеть макет разливочной канавы в момент выпуска чугуна. Температура такой своеобразной огненной реки выше 1000 градусов. Можно представить, в каких условиях приходится работать горновым. Жидкий чугун заливается в конвертер. Сюда же загружается металлолом. Затем через специальную форму расплав интенсивно продувается кислородом. Продолжительность плавки в среднем 40 минут. Полученная жидкая сталь поступает на машину непрерывного литья заготовок, где получают заготовки для последующей прокатки слябы. Слябы поступают в листопрокатный цех, где, проходя через ряд последовательных прокатных клетей, достигают необходимой толщины. В зале представлен макет готовой продукции рулонного и листового проката. На предприятии производятся различные виды проката – горячекатанный, холоднокатанный, жесть, лист с покрытием различного вида, сортовой прокат. Сегодня в составе предприятия работают 6 коксовых батарей, 4 доменных печи, 3 кислородных конвертера и 3 линии машины непрерывного литья заготовок – прокатные цехи. Множество уникальных объектов было введено в строй на предприятии в последующие годы. Агрегат непрерывного цинкования и алюминирования, кардинально реконструированные травильные агрегаты,
Исполнилась давняя мечта металлургов. Введена в эксплуатацию машина непрерывного литья заготовок, современное сортопрокатное производство. Но это уже другая история, а жизнь металлургического гиганта продолжается.